российским законам быть суррогатной матерью может только такая женщина, у которой есть как минимум один свой ребенок. И, соответственно, картина выглядит совершенно по-другому. Это женщины, которые уже имеют детей и находятся в достаточно сложной материальной ситуации. Они хорошо умеют рожать детей и таким образом зарабатывают на жизнь. Для них это работа. Они дают жизнь человеку и дарят ребенка, передают ребенка тем людям, у которых этого не может быть. С одной стороны, есть семейные пары, которые мечтают о малыше, но по каким-то причинам не могут или не хотят его вынашивать. С другой стороны, находятся женщины, готовые родить чужого ребенка за вознаграждение. Вопрос этики остается в стороне. Очень часто суррогатная мама в основном уходит с работы. Она лишается определенного заработка. Естественно, она хочет получить какую-то компенсацию. Вот компенсация суррогатной матери за то, что она вынашивает ребенка, составляет примерно от 600